Пятый день недели, пятый день декабря. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Всем доброе утро, всем тем, кто просыпается вместе с нами, начинает этот день вместе с нами, и тот, кто готов почерпнуть энергии позитивной, положительной, для того, чтобы в течение дня, естественно, справляться со всеми вызовами, достигать всех поставленных целей, и потом уже со спокойной, так сказать, совестью отправиться в выходные. Ну, если это все про вас, то мы, конечно же, желаем вам, чтобы все именно так и происходило. Мы же, в свою очередь, конечно, сделаем все возможное, что от нас зависит, и все, что мы можем сделать, чтобы вам этого позитива, полезной информации в том числе, преподнести в разной форме. Это и интересные гости сегодня будем разговаривать про театральную одну постановку, премьера готовится, про заболеваемость гриппом ОРВИ, это что касается гостей, ну и, конечно же, помимо этого, много разных сюжетов, наши постоянные рубрики и так далее. Но по традиции узнаем, что происходит за окном, какая погода. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 38 до минус 43 градусов. В заречной группе от 42 до 45 со знаком минус, в южных от минус 15 до минус 24. В Вилюйской группе улусов от минус 30 до минус 34, в Нижнеленских от минус 36 до минус 40, в западных от минус 16 до минус 25. В Колымо-Индигирской группе улусов от минус 9 до минус 32, в Янских от минус 34 до минус 46, на северо-западе минус 29, минус 39. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была минус 39 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, утром туман, ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет в диапазоне от минус 29 до минус 31 градуса. Ну и второй важный этап нашего утреннего ритуала пробуждения, конечно же, узнать, что произошло в республике за ее пределами. Об этом нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В Якутии общедомовые чаты многоквартирных домов переходят на национальный мессенджер «Макс». Уже создано более 3000 таких чатов. Присоединиться к чату своего дома можно через раздел «Госуслуги дом» в приложении, обратившись в управляющую компанию, либо воспользовавшись личным кабинетом на портале ГИС-ЖКХ. В составе цифровых сообществ предусмотрены чат-боты, которые своевременно напоминают собственникам о передаче показаний приборов учета, разъясняют изменения в законодательстве и помогают ориентироваться в текущих задачах управления домом. Число самозанятых увеличилось в 25 раз и достигло 69,4 тысяч человек в Якутии за минувшие 5 лет. Это произошло благодаря активной поддержке предпринимательства в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель министра предпринимательства и торговли и туризма республики Максим Карбушев сообщил, что в этом году поддержка бизнеса продолжится. В текущие сроки на эти цели выделено 13 миллионов рублей. В следующем планируется увеличить сумму до 20 миллионов. Сейчас в республике зарегистрировано 45,6 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают работу 133 тысяч человек. Молодежный центр «Патриот» готовится распахнуть свои двери. Уже 15 декабря пройдет официальное открытие нового и современного пространства общей площадью более чем 3000 квадратных метров. На 2 этажах разместятся коворкинг-зоны, детская комната, концертный зал, роллер-дром, тренажерный зал и кабинеты для общественных организаций. Ну а пока рабочие завершают монтаж систем кондиционирования, вентиляции, электроснабжения и других. Параллельно с этим подрядчики начали сборку оборудования и мебели. На сегодня строительная готовность объекта составляет 98%. У нас где-то человек 30-25 вот так. А сейчас много уже субподрядчиков. Например, кондиционеры, монтажники кондиционеров, так, этих, как его называется, вентиляция. Так, вот мебельщики есть отдельно, да. Так, слаботочка, получается, это интернет протягивает с телекомовские.
Так, и видеонаблюдение. Ее воспели Лермонтов, Толстой. Она сделала Россию спасительницей Европы. Речь идет, конечно, об Отечественной войне 12 года. Именно ей в этом году посвятили интеллектуальную игру «Ценители музея», где команды из 11 школ Якутска проверили знания о баталиях с Наполеоном. Самыми эрудированными оказались кадеты. В качестве приза ребята получили путевки в музей-заповедник «Бородинское поле». Второй стала сборная школа номер 31. Она также сможет посетить место крупнейшего сражения Отечественной войны. Игра прошла хорошо, нам все понравилось. Думаю, вся команда рада нашей победе. Мы заняли первое место и получили путевку в Бородино. Я жду от Бородино хороших эмоций, конечно же. Мне рассказали то, что это спортивный лагерь, поэтому мне хотелось бы занять хоть какое-нибудь место там. Я жду поездки в этот лагерь, и мне хотелось бы отправиться туда со всей моей командой. В Центральном почтовом отделении Якутска появился специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу, рядом с которым размещен красочный плакат с адресом новогоднего волшебника. По информации пресс-службы Почты России, ежедневно сотрудники сортируют и отправляют в резиденцию зимнего волшебника от 150 до 500 писем от жителей республики. Также можно отправить письмо Чингисхану, который проживает в Эмиконе. После важных новостей предлагаем переключиться на заботу о себе. Ведь чтобы быть в курсе событий и активно участвовать в жизни общества, важно начинать день с энергичного старта. Нас ждет легкая, но эффективная разминка. Она поможет снять напряжение, улучшить концентрацию и зарядить тело бодростью на весь день. Особенно полезно после утренних информационных потоков. Присоединяйтесь к зарядке сна, и вы почувствуете, как проясняются мысли, а настроение становится светлее. Всем доброе утро! Сегодня для нашей зарядки понадобятся гантели. А гантели вы можете взять 2 килограмма, как у меня, например, или те гантели, которые у вас дома есть. Но если у вас гантелей нет, значит вы можете взять бутылочки или какие-то утяжелители. Итак, поехали! Первое упражнение у нас будет подъем коленей, изгибание локтей вперед. Также мы дышим, вдох, выдох. Каждое упражнение также мы выполняем по 1 минуте. Все делайте медленно и комфортно для вас. Следующее упражнение мы будем вставать на носки и поднимать руки через стороны. Тут нужно быть внимательным и не поднимать ручки выше плеч. Поднимаемся, делаем выдох, вниз, вдох. Это упражнение также выполняем 1 минуту. Следующее упражнение мы поднимаем ручки вверх, поочередно. Немножечко корпус разворачиваем. Также выполняем это упражнение 1 минуту. Следующее упражнение мы сгибаем ручки в локтях, а ножками делаем захлест. Делаем это упражнение также 1 минуту. Это упражнение мы выполняем обязательно чуть-чуть с наклоном вперед. Стараемся делать его медленно, дышим правильно. Следующее упражнение у нас будет приседание. Обратите внимание на то, чтобы ваши колени не выходили за носки. Руки мы выводим вперед, а таз отводим назад. Как будто бы мы садимся на стульчик. Если вдруг вас колени беспокоят, значит вы не садитесь сильно глубоко, а садитесь слегка, не доседая. Ручки выводим перед собой, обязательно не забываем дышать. Вниз вдох, вверх выдох. Не забывайте, что всегда мы дышим и выдыхаем на усилие. Вдох,
Мы лучше выполним это упражнение сбоку, чтобы вам было видно, как правильно нужно приседать. Так, мы встаем, носки разворачиваем 45 градусов, таз немножечко назад, встаем, делаем выдох. Выполняйте эту зарядку каждый день под энергичную музыку. Всем доброе утро. Сегодня для нашей Очень вообще вещь зарядка утренняя, потому что позволяет мобилизировать, да, организм, особенно вот сейчас в зимнее время, когда с наступлением холодов, конечно же, традиционно обостряется эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это вопрос, который сегодня волнует каждого, и родителей, и педагогов, работников здравоохранения в первую очередь, и просто всех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Что происходит с заболеваемостью прямо сейчас? Что можем сделать мы сами, чтобы защитить себя и своих детей? И вот на эти вопросы будем искать ответы вместе с гостями нашей студии. Это Любовь Будацаренова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Якутии, и Георгий Игнатьев, заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, собственно, сезонность, да, как вообще, какие основные, наверное, инфекционные угрозы, да, характерны для вот нынешнего времени года? Зима, холодеет с каждым днем, сегодня уже почти в Якутске под минус 40 подобралась отметка. И вообще на что стоит обратить особое внимание жителям? Ну, начиная, как говорится, с начала учебного года, с наступлением осени у нас начинается эпидемиологический сезон, когда отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями. Каждый год, в общем-то, ситуация бывает несколько различная, но прошлый год у нас был очень спокойный в этом плане. В этом году ситуация у нас несколько осложнилась, потому что рост заболеваемости начался значительно раньше, чем в предыдущие эпидсезоны. Где-то примерно на 8-10 недель. И получается, вот 44-й неделе, когда были только каникулы у детей, заболеваемость очень выросла в городе Якутске, и были введены ограничительные мероприятия. Наверное, все помнят, что дети сидели на, так скажем, каникулах длительных, да, и не учились. И это было связано с тем, что помимо циркуляции респираторных вирусов, которые характерны для этого времени, включилась циркуляция вирусов гриппа. В этом году она очень ранняя, ну, намного раньше, чем в прошлом году. В прошлом году где-то это было в конце года, там 50-52 неделя, и поэтому там рост заболеваемости был прямо перед самым Новым годом. А у нас в этом году, вот я говорю, 44-я неделя, и поэтому вот мы в этой ситуации как бы живем уже 4 недели. И если в городе Якутске ситуация стабилизировалась более или менее и держится таких, ну, на достаточно В норме, скажем. ну, приемлемых цифрах, то районы вот постепенно вступают в районы республики, и в целом по республике у нас рост заболеваемости как бы еженедельно чуть-чуть, но подрастает. И, соответственно, ограничительные мероприятия идут не только в городе Якутске, но и в других населенных пунктах республики. Ну, по крайней мере, по ограничительным мероприятиям вот за последнюю неделю было чуть-чуть лучше, меньше их стало, но вот у нас часто звучат звонки от родителей, почему, как бы сколько можно там и так далее, и так далее. Мероприятия эти проводятся согласно нормативных документов. Там есть такая позиция, что если 20% детей, значит, заболели в классе, в группе, то класс или группа переводится на карантин. Это все направлено для того, чтобы остальные дети в этом учебном заведении или дошкольном, образовательном не заболели. Ну, то есть сдерживающий эффект. Да, чтобы дальше сдерживающий пошло. эффект. А вот говоря про то, что ранний грипп в этом году произошел, вакцинация была. Вот хотелось бы про итоги вакцинации, потому что вакцина это все-таки один из самых эффективных способов не заболеть, профилактика. Какие итоги, как активно вакцинируются якутяне? Ну, прививочная кампания практически завершилась. В общем, у нас там буквально там остаточки подбираются, да, меньше там 1000, наверное, человек еще осталось, которые можно привить из тех вакцин, которые закуплены. Но федеральная вакцина у нас уже закончилась, и
привито чуть более половины населения республики. В принципе, показатель неплохой, хотя индикативно является 60%. Ну, как бы хорошо, когда 60, но 50 тоже неплохо. Но я же вот говорю, что у нас в этом году на 10 недель как бы все раньше началось практически, да, и, соответственно, прививочная кампания для выработки иммунитета необходима где-то около 2 недель. То есть времени для иммунитета, по сути, не хватило. У некоторой части населения, которые привились вот в последние недели, естественно, у них только-только вырабатывается иммунитет. Соответственно, как бы защита, вот мы говорим 50%, но у нас же надо убирать какое-то число. Это первое. Второе. Ну вот я говорила, что все-таки охват у нас в некоторых группах есть такое понятие группы риска, которые более всего привержены к инфекции и страдают от гриппа. И в таких группах у нас там вот особенно лиц старше 60 лет, имеющих хроническую патологию, среди них вот индикативный показатель не достигнут. Это 75% должно быть. Ну, естественно, они больше всего страдают. Ну и вот сейчас с ростом гриппа это самая уязвимая группа населения, которая дает от осложнения, которая госпитализируется с пневмониями и которые, в общем-то, заканчивают не очень хорошо. Георгий Александрович, вопрос вам, да, вот что касательно обезопасивания, да, и профилактики заболеваний. То есть у нас есть некоторые, помимо прививок там, и лекарственных препаратов, у нас есть меры профилактики, опять же, ношения масок, да, у нас есть дезинфекция помещений, да, в том числе кварцевание и так далее. Вообще, как вот в сезон простуды, да, правильно заниматься дезинфекцией помещений, в том числе ношение маски, потому что до сих пор могут расходиться мнения, как это правильно делать. Ну, если вакцину называть специфическим методом борьбы с инфекцией, то неспецифическим методом борьбы можно перечислить ношение масок, это масочный режим, это вот включение в помещениях бактерицидных устройств, это рециркуляторы, которые мы активно использовали во время пандемии ковида. Это вот дезинфекционный режим, если в обычное время мы проводили дезинфекцию, то есть использование раствора с содержанием хлора вирулицидного действия 1-2 раза в день, то сейчас в период подъема заболеваемости по гриппу и ОРВИ надо его использовать почаще, то есть как минимум 4 раза в день. Также после проветривания в помещениях школы, в классах, в детских садах, там с пылью оседает инфекция на разные поверхности. Их нужно протирать с использованием тряпок с намоченными в дезинфицирующих средствах. Также очень хорошо помогает в этот период и противовирусные препараты, это вот, начиная с грипферона, орбидола, ингаверин, и до разных противовирусных средств. Например, грипферон можно давать с рождения, капает в нос. Это вот очень эффективные средства. Если еще особенно есть больные уже, и как бы, Больные среди, в семье, если, допустим, есть, там как бы еще с профилактической целью, чтобы и другие тоже себя защищали. Вот говоря про семейные, да, вопросы, все-таки в первую очередь мы заботимся о детях, да, вот мы говорим, что ограничения могут производиться, если там в классе 20% заболело. А какие меры профилактики, да, можно использовать, чтобы уберечь ребенка от заболеваемости? Может быть, есть какие-то специфические, направленные только на детей? Да нет, можно я наверное. скажу? Да. Вот родителям необходимо в этот период, в школах и садах и так дают витамин С с третьим блюдом, то есть это с компотом и чаем, да? А вот родителям тоже в этот период надо давать аскорбиновую кислоту, продукты питания с содержанием витамина С, это вот цитрусовые, квашеная капуста, лук, во всех этих продуктах содержится витамин С. Вот их сейчас надо активно употреблять. Это вот дополнительная витаминная поддержка. Да, для укрепления иммунитета. Георгий Александрович, Любовь Владимировна, спасибо большое за полезную информацию. Будем надеяться, что заболеваемость
перестанет расти и ограничений в школах не будет, потому что, мне кажется, родители... Можно я маленькую порадуются. реплику еще? В принципе, вот как бы все это ношение масок, это индивидуально. А еще такое очень хорошее средство защиты, это все-таки не посещать места массового скопления людей. Это трудно в преддверии праздника, Да, мне ну вот кажется, но использ- возьмем на заметку. Да, ну тогда использовать маски, если идете туда. Всё, здорово. Вам удачи в вашей работе, хорошего дня. Спасибо. Вот. Ну, а мы сейчас предлагаем вам улыбнуться. Да, и даже если за окном мороз, да, дел как снега на улицах. Ведь сегодня, как ни парадоксально, отмечается самый несносный день в году. Считается, что в этот день все может идти не по плану, погода капризничает, дела накапливаются, настроение стремится к нулю. Но у нас с вами есть секретное оружие. Этот день отличный повод посмеяться над мелочами, сделать паузу, выпить горячего чаю и просто переждать. Как говорит народная мудрость, если день не задался, значит готовится что-то хорошее. А о других событиях, которыми отмечен сегодняшний день в календаре, узнаем далее. На календаре 5 декабря. День добровольца-волонтера в России. Международный день добровольцев. Всемирный день почв. По народному календарю Прокопьев день. С Прокопия устанавливается хороший, прочный и санный путь. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощения и затевали мирской праздник. Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния, играли в снежки и катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. Этот день в истории. В 1925 году состоялась премьера кинофильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 1931 в Москве разрушен храм Христа Спасителя. 1936 принята вторая советская конституция СССР «Сталинская». 1957 в Ленинграде спущено на воду первое в мире надводное судно с атомной энергетической установкой «Атомный ледокол «Ленин». 1987 в Воронеже основана советская российская рок-группа «Сектор газа». В 1996 озеро Байкал включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКо. В 2003 в вагоне поезда Кисловодск «Минеральные воды» совершен теракт. В этот день родились Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист. Константин Коровин, русский живописец и театральный художник. Афанасий Фет, русский поэт, переводчик, мемуарист. Уолт Дисней, американский кинорежиссер, мультипликатор, продюсер, художник. Нина Русланова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Хосе Каррерас, испанский оперный певец. Патрисия Касс, французская эстрадная певица, актриса. Именины отмечают Филимон, Михаил, Валериан, Максим, Петр, Прокопий, Борис, Ярополк, Иван и Павел. Ну, а теперь от понимания, что за день сегодня, перейдем к тому, что точно сделает его прекрасным. Ведь ничто так не согревает душу и тело в зимнее утро, как вкусная еда. И сегодня в рубрике «Блюдо дня» мы приготовим бузы, сочные и аппетитные. Вы узнаете все секреты от выбора начинки до лепки идеального окошка, чтобы пар равномерно выходил. Присоединяйтесь к нашей кулинарной мастерской. Даже если день начался не идеально, вкусные бузы исправят все. А если готовить вместе с друзьями или семьей, дом обязательно наполнится теплом и уютом. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Саяна Гласанова, и сегодня мы с вами будем лепить бурятские бузы. Что входит в состав теста? Это одно яйцо, соль, вода и мука, ничего лишнего. Допустим, на 1 килограмм фарша достаточно будет 500 миллилитров воды, килограмм муки, одно яйцо, 1 столовая ложка соли, все это перемешиваем. И вот такой консистенции у нас будет тесто. Далее мы его хорошенько раскатываем. Будем с вами вырезать кругляшки для буз. Диаметр этой формы 10 сантиметров. Вес теста должно быть 22, минимум 24 грамма. Так. Угу. Вот такой вот кругляшок у нас получается. Смотрите, как только вы тесто замесили, ложим это все тесто в пакет
и даем отдохнуть минимум 30 минут в комнатной температуре. Не в холодильник, а просто на столе оставили тесто, она отдохнула, далее мы ее вытаскиваем, вырезаем тот кусок, который нужно раскатать, дополнительно его не месим, просто раскатали, кружки сделали и уже начинаем лепить. Из чего мы лепим бузы? Я сейчас вам расскажу самую интересную начинку буз, почему они у нас очень сочные, мясистые. Итак, в состав фарша входит 70% говядины, 30% свинины, 10% сольной нарезки, лук, чеснок, соль и перец. Больше ничего в состав наших буз не входит. Посмотрите на этот фарш. Здесь у нас килограмм фарша, то есть 700 грамм говядины, 300 грамм свинины, 100 грамм сольной нарезки. Сольная нарезка – это сало, 1 головка лука, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Далее мы это все хорошенько размешиваем. Соль, перец, смотрите, мы не просто закидываем соль сверху фарша, а мы его растворяем в кипяченой воде. Для 1 килограмма фарша достаточно будет 1 стакана кипяченой воды. Туда заливаем соль, перец по вкусу, размешиваем, заливаем все это дело сюда, перемешиваем. И именно благодаря этому фарш у нас становится таким мягким, сочным, вкусным. Сочность дает сольная нарезка, свинина, лук и это вода. Понимаете, да? Фарш приготовили, тесто с вами приготовили, сейчас уже начинаем лепить. Смотрите, я вырезаю вот из всего этого теста кругляшки и начинаю лепить. С 1 килограмма примерно выходит 25-30 штук буз. Весовая категория, помните, да, 22 минимально, 24 должно весить тесто. Буза, изделие должно весить 62 грамма. Далее мы начинаем уже лепить. Смотрите, какая красота. Это у нас выемка для того, чтобы бузы у нас были не плоскими, а такими круглыми. Большой палец у нас утрамбовщик, он утрамбовывает фарш и работают вот эти вот 2 пальца. Защипнули, можете чуть-чуть приподнять, утрамбовщик вам помогает. И загнули, схватили, и буза крутится вот этими пальцами. Она на месте не стоит, крутится. Чем меньше берем, чем красивее буза будет смотреться. И берем только краюшки и заканчивая там, где у нас был первый защип. Вот таким вот макаром у нас получилась такая красивая буза. Готовим мы бузы в пароварке 20 минут. Свеженалепленные бузы, свежезамороженные бузы готовим 25 минут. Друзья, в настоящих бузах 33 защипа. Почему 33 защипа? Потому что это блюдо священное, блюдо ламы. И на деяние ламы у нас есть 33 загиба. Именно поэтому у нас 33 защипа в бузах. Приятного всем аппетита! Вообще, вот если присмотреться, почти во всех кухнях мира есть что-то, вот мясо сваренное с тестом и так далее. Ну и каждый, естественно, выбирает для себя что-то свое, что ему нравится больше. Кому-то, опять же, пельмени просто, кому-то хинкали, кому-то гёдзе, или как правильно это будет называться. Я не скажу, не эксперт по восточным языкам. Тем не менее, да, буза — это очень вкусное блюдо, особенно сочное. Опять добавляет уюта. И, кстати, зачастую они становятся украшением праздничных столов. И мы вот как раз продолжим тему в этом ключе, поговорим о другом важном элементе праздничного стола, особенно новогоднего, о рыбе. Специалисты проанализировали розничные продажи рыбы в России с января по ноябрь этого года и назвали самые доступные варианты. Среди красной рыбы лидирует форель — около 969 рублей за килограмм. Горбуша стоит в среднем 1429 рублей, а лосось — 2213 рублей. Если говорить о белой рыбе, самой бюджетной оказалась сельдь — всего 593 рубля за килограмм. Чуть подороже минтай — 674 рубля и скумбрия — 897 рублей. А вот камбала стала самой дорогой в этом списке — более 3000 рублей за килограмм. Поэтому можете брать себе на заметку, планируя новогодний стол. Теперь вы знаете, на какие виды рыбы стоит обратить внимание, чтобы сохранить и бюджет, и праздничное настроение. Ну, очевидно, что цены взяты среднероссийские, поэтому от региона к региону они могут варьироваться и в большую, и в меньшую сторону. Ну, а дальше мы также поговорим про Новый год.
Ну и сегодня 5 декабря, мы открываем 5-е окошечко нашего такого адвент-календаря, и нам пора узнать, да, очередное задание. И сегодня мы должны угадать символ 2026 года. Ну, это, конечно же, задание простое. Мы все знаем, что год лошади, притом отметим, да, что год огненной лошади. При этом лошадь очень почитаемое животное в Якутии, так что для якутян, думаем, наступит год, будет он наступающий очень удачным, особо удачным. А далее о якутской лошадке мы расскажем в следующем сюжете. Лошадей якутской породы видно сразу. Пушистые, коренастые, малорослые, с большими круглыми животами и короткими ногами. Благодаря подшерстку и длинной шерсти они не боятся лютых морозов. Якутская лошадь отличается от других пород тем, что хорошо приспособлена, адаптирована к экстремальным условиям. Амплитуда, колебания, значит, это температура у нас где составляет где-то 90 градусов, скажем так, 80 градусов, 50 зимой и 30 летом. Якутская лошадь – аборигенная порода и обитает в основном в Якутии. Поэтому за пределами региона о ней долгое время знали немногие. Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров решил этот пробел исправить. Хотим зафиксировать максимальные минуса, то есть и показать тоже миру, то, что якутская лошадь может ехать во всех. И это ему удалось, причем дважды. В первый раз он со своим напарником доехал до Москвы, а второй в одиночку совершил конный переход из Аймекония до поселка Сеймчан Магаданской области. Дорога заняла около 6 недель, а температура опускалась до минус 58 градусов. Лошади и человек доказали, что и это им по силам. А жители других регионов страны узнали, что есть такие уникальные животные. Ну а для самих якутян лошадь – это в первую очередь помощник в хозяйстве. Якутская лошадь самостоятельно возит заготовленный хозяином лед. Место заготовки льда находится в 3 километрах от села. Хозяину достаточно дать команду «хат», и лошадь отправляется по известному ей маршруту. Мохнатые, выносливые, мощные, якутские лошади учат нас стойкости и умению радоваться в жизни даже в суровые холода. Пусть их стойкость вдохновит вас прожить Новый год с верой и смелостью, не останавливаться перед трудностями. А теперь поговорим о красоте, потому что искусство способно запечатлеть эту красоту, и не только красоту, но и движение, эмоции, мгновения. Особенно, когда речь идет о спорте, дисциплине, где грация встречается с силой. И в сегодняшнем выпуске музейного гида мы познакомимся со скульптурой, посвященной легендарной советской фигуристке Елене Водорезовой. Эта работа не просто портрет спортсменки, а попытка передать динамику, изящество и характер чемпионки. Дорогие друзья, приглашаем вас в Национальный художественный музей на обновленную экспозицию русского отечественного искусства, где вы познакомитесь с произведениями, которые ранее не выставлялись. Одним из таких произведений является скульптура белорусского художника-скульптора Бочкарева Анатолия Александровича. Кто это? Гимнастка, танцовщица, балерина, застывшая в ожидании музыки. Мимо этой скульптуры невозможно пройти. Она так и пленяет взгляд. И вот мы смотрим на эту скульптуру, внимательно осматривая ее фигуру, все детали, и вдруг замечаем коньки. Да, это фигуристка. Работа, выполненная в 1983 году. Именно в этом году советская фигуристка Елена Водорезова в очередной раз стала чемпионкой СССР. Ее имя в то время было очень популярным. Все дети хотели быть похожими на Елену Водорезову. В чем же был ее секрет? Биография Елены складывалась стандартно для спортивной семьи.
Папа ее был футболистом, мама гимнасткой, которая преподавала физкультуру в школе. А на каток Лену привела бабушка в 4 года. И уже через 2 года Елену показали прославленному тренеру, который тренировал пары, Станиславу Жуку. Кстати, самая известная пара – это Ирина Роднина и Александр Зайцев. Тренер загорелся такой идеей воспитать чемпионку-одиночницу. И он воспитал. 5-кратная чемпионка СССР, самая юная участница Олимпийских игр. На тот момент Лене было всего 12 лет. Она выполняла самые сложные элементы фигурного катания. Это советская призерка, которая участвовала в международных турнирах. И вдохновленный этой необычной такой личностью скульптор создает ее прекрасный, красивый образ. Дерево в руках его податливо, резец его поет гимн, поет песню. Это действительно настоящий гимн трудолюбию. Это гимн красоте, грации, пластики и, конечно, юности. С именем Елены Водорезовой советское одиночное фигурное катание наконец-то узнало международный успех и признание. Ну а на сцене у Снерского дома культуры самодеятельные артисты Народного театра представили инсценировку по очеркам Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Это спектакль-исповедь, спектакль-память, где через личные истории рассказывается тема женщин на войне. Как жители райцентра приняли постановку, что чувствовали артисты, обращаясь к такой сложной теме, и почему такие спектакли важны для нашего общего культурного поля, узнаем в следующем сюжете. Артисты Народного театра – это наши земляки, соседи, знакомые, люди разных профессий, педагоги и рабочие, бухгалтера и юристы. Словом, те, кто любит театр. Народный театр в моей жизни – это большая часть, потому что я здесь занимаюсь уже, сейчас я скажу, сколько, около 17 лет. Да, около 17 лет, то есть я достаточно долго, и это всегда меня он интересовал, меня интересуют и различные постановки, в которых мы участвуем, и мюзиклового плана, и танцевального, то есть когда можно не только рассказывать, но можно еще какие-то движения выполнять и что-то другое делать, помимо обычных реплик. Я играю сегодня 2 роли. У «Войны не женское лицо» Надежду, и во второй роли в служебном романе я играю Шурочку. Выдвинули? Да, и забыли задвинуть, да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, что дает вам участие в Народном театре? Что дает? Наверное, общение с актерами, с людьми. Ну и в наши зимние долгие вечера дома, чтобы не сидеть, хожу в Дом культуры. У войны не женское лицо. Это словно альбом истории страны. Об этом нельзя забывать. Режиссер усадила за праздничный победный стол женщин, для которых закончившаяся война была их трудной жизнью и навсегда стала судьбой. Когда о войне рассказывают женщины, слушать без слез невозможно. Второе отделение, такое радостное, легкое. Эта задумка у меня еще созревала несколько лет. В театре бывает, не хватает такого-то артиста, такой-то роли. И «Любовь и голуби», например, тогда так получилось, такой ансамбль получился. Потому что появились новые лица, которые смогли бы исполнить эти роли.
Режиссер-постановщик Анна Бубякина ищет разные формы подачи. Это и отснятые на натуре смешные и сатирические истории типа киножурнала «Фитиль», и короткие детские на манер Ералаша, и театрализация любимых песен. Во второй части зрители увидели золотые страницы, эпизоды любимых комедий. Это надо было видеть. Пусть сожалеет тот, кто не пришел. Ну а сейчас мы вновь спешим передать слово нашим коллегам из информационной службы, чтобы они нам рассказали о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Отметка о номере записи Единого федерального информационного регистра появится в паспортах россиян уже с начала следующего года. Она позволит максимально облегчить подтверждение своей личности и данных. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, новая отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимые для использования информационными системами данные, просто вписав этот номер. Речь идет о самых разных ситуациях, от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав. Как не тушеваться на передовой? Такой вопрос прозвучал от школьника, ветерану СВО на уроке мужества. Владимир Жиксамбаев провел патриотический час для учащихся школ строительного округа Якутска. В ответ на вопрос Владимир рассказал, что бойцы проходят обучение и соответствующую психологическую подготовку. Привел личные примеры из фронтовых будней, поведал героические подвиги военных якутян. Жиксамбаев, уроженец Якутска, служил на передовой СВО с 22 по 23 годы и является курсантом программы «Якутия. Земля героев». Организаторы подчеркивают, такие встречи укрепляют связь между поколениями, воспитывают в молодежи уважение к героям своей страны. Я узнал, что вот в Якутии, оказывается, вот так вот много героев, которые воевали, которые сейчас живы, это хорошо. А есть еще те, кто были посмертно награждены. То, что наша Якутия очень сильно участвует в военной СВО. Это, конечно же, всегда страшно, но об этом надо знать, об этом нельзя забывать. В Ленском историко-краеведческом музее прошел День памяти, посвященный художнику и музыканту Владиславу Лемякину. В своих работах он воспевал природу и животных района. Он не только занимался живописью, но и был учителем, директором музыкальной школы, наставником и даже строителем. Этот человек был наполнен различными талантами. В день его памяти собрались родные, друзья, коллеги художника. Они делились воспоминаниями. Директор, например, музыкальной школы, рассказала, что Лемякин постоянно посещал все мероприятия, проводимые его бывшими коллегами, концерты, выставки, конкурсы. Восхищался талантами детей. Ну а в этот день гости восхищались уже его работами. Их, к слову, на выставке было представлено более 20. Победителей 10-й национальной премии «Онегин», которая вручается за выдающиеся достижения в оперном искусстве, объявили в Санкт-Петербурге. Юбилейная церемония состоялась на исторической сцене Мариинки. Обладателем специального приза «Фаворит» стала заслуженная артистка Якутии Екатерина Захарова. Она претендовала на победу с партией Виолетты Валерии и оперы «Травиата» и стала лучшей по итогам зрительского голосования, набрав 2930 голосов. Ну а на торжественном гала-концерте, завершавшем оперно-балетный фестиваль «Солистки оперы», было присвоено звание заслуженной артистки республики. Благодаря поддержке зрителей и жителей Якутии мы удостоились такой
премии. Это считается Оскаром в оперном мире. Такой премии, национальной оперной премии «Онегин». Вообще было 165 заявок, но рассматривалось 80 заявок, да, но это по всем номинациям, из которых 26 заявок было именно на лучшую женскую роль. И уже из этих 26 отобрали 3 номинантов, в число которых я вошла. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. А в Русском театре имени Пушкина готовится премьера детской сказки мюзикла «Варвара краса, длинная коса» по мотивам знаменитой сказки Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее». Премьера состоится 27 и 28 декабря и будет идти все новогодние праздники дважды в день с 3 по 11 января. Постановочная команда впечатляет своим опытом, все мастера своего дела. Ну а с труппой Русского театра этот состав постановщиков работает впервые. Исполнители главных ролей сегодня в нашей студии — это Дарья Рокачева и Семен Романенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем с простого. Да. О чем эта история? Все-таки мы знаем, что «Варвара краса, длинная коса» — это все-таки сказка. Это будет классическая сказка или с какими-то современными элементами, может быть, современными неожиданными поворотами? Ну, естественно, это будет детская сказка. Сильной импровизации там не должно быть. Но, конечно, сказка достаточно современно написана, именно инсценировка. Там будут и шуточки, и для детей, и для взрослых, поэтому я думаю, это будет интересно всем. Ну вот конкретно, Дарья, ваша героиня — это и есть Варвара краса, длинная коса. Ну и как бы какая она вот в вашем исполнении? Да? Сильная, мечтательная, своенравная. Как было вам трудно или легко ее в себе найти? Потому что все-таки артист, актер — это же проработка через себя и вывод персонажа наружу. Да, ну это не классическая голубая героиня. Есть такое понятие в театре. То есть это вот мечтательная девушка, да, такая вот Маша Миронова, вот, скромная, с воспитанием таким прям идеальным. Здесь все-таки немножко другая история. Я и моя сестра по инсценировке «Маришка. Короткая стрижка» мы дочки Кощея. То есть мы априори не можем быть такими девицами, такими прям... Беззаботными. Да. Поэтому, конечно, моя героиня озорная, но и мечтательная. То есть я пытаюсь как-то вот, чтобы в ней сочеталось и то, и другое. И какой-то стараемся найти юмор. В общем, стараюсь сделать так, чтобы героиня была разноплановая, разносторонняя, и она же мечтает найти свою любовь, но и при этом может Маришке заехать подушкой. Ну так да, действительно, это трудная балансировка. Семен, тут тоже касательно персонажей, да, вы исполняете роль героя, да, герою всегда предстоит какое-то испытание, да, какое испытание, ну так, чтобы, как говорится, без спойлеров, да, но тем не менее, какого рода испытание предстоит в сюжете, с каким столкнуться предстоит в сюжете вашему персонажу? Ну, если мы говорим про сюжет, то испытание, наверное, убедить Кощея, главного злодея, то, что ты достойный жених, и ты можешь, так сказать, доверить свою дочь этому герою. Вот. А если рассуждать про рабочий процесс, то сложности в любом случае были. Это наша работа, так как, ну, касаемо танцев, касаемо вокала, да, мы очень долго работали над этим всем, начали работу заранее, до приезда режиссера. Изначально у нас началась работа с хореографом, Козырец Ольга Анатольевна. Первая к нам прилетела. Потом прилетел режиссер. До этого мы работали над песнями, над вокалом. Над вокалом у нас работала артистка Мария Ларина. Вот. Как раз она играет Маришку, да, мою сестру.
Ну а вот вы немножко опередили, предвосхитили мой вопрос, который я хотел спросить про испытания, уже касательно вас как актеров, потому что с какими испытаниями вам лично пришлось столкнуться во время подготовки, не обязательно какими-то там, скажем, физическими, там изучать движения или так далее, может быть, какие-то эмоциональные были испытания, вот именно работая над этой постановкой? Ну, на самом деле, как таковых испытаний не было. Когда ты работаешь с людьми, которые уже не год, не два на сцене, все равно они тебе помогут, подскажут что-то, направят тебя на путь истинный, поэтому как-то все легко, все просто в этом плане. Дарья, а у вас как вот с этим? Ну, здесь я говорю, мне было немножко сложно найти баланс. Да. Но мне режиссер сказал, что она добрая бандитка. Вот, я такая, мы попытаемся, мы поработаем над этим. Вот, поэтому вот здесь, наверное, была небольшая сложность, и до сих пор мы еще работаем над сказкой. Вот, я думаю, у нас все получится. Это мы узнаем примерно через 3 недели. Да, да. Время есть. 27-го, получается, у нас премьера, верно же? 27-го, 28-го. Ну, 28-го, да. Новогодние праздники. И новогодние праздники. Ну вот, кстати, дорогие зрители, берите на заметку, потому что в Новый год детям не показать сказку, мне кажется, это очень сложно, такое не выполнить. Вот, перейдем к более общим таким вопросам. Вообще сказка, это всегда волшебный мир в первую очередь. Театр от кино отличается тем, что все здесь и сейчас, никакого CGI и так далее и тому подобное. Все-таки, как эта магия на сцене создается, кто здесь главный волшебник, это художники, это режиссер, может быть, даже композитор, создает музыкальное оформление такое красивое, или одно без другого невозможно? Наверное, это один большой тандем, который создает именно вот эту сказку, это волшебство, то есть без артиста, без режиссера, без художника, без композитора, без всех цехов, которые в театре находятся, не будет этого волшебства, не будет этой сказки, и дети не будут верить в чудо. Вот как-то так. Да. Каждый винтик важен в этой машинке. Да. И, конечно, композитор, вот меня больше всего как-то вдохновляют песни. Я прям считаю, что у нас в сказке хит на хите. Да, у нас, так как это мюзикл, наверное, сказка, это, основа сказки это все-таки песни, танцы. Да, у нас большая часть. Да, 40 где-то процентов это музыкальные номера и хитовые. Мы после репетиции, у нас застревает какая-нибудь... Сами потом ходите, поете? Да, поем. Причем не свои песни, обязательно не свои. Вот. То есть, для меня, например, абсолютный хит — это песня Кощея. Мы еще там танцуем, там еще очень классный танец, и я прям кайфую. Вот. Мы это все сможем послушать уже 27-28 декабря. Приходите посмотреть на сцену Русского театра имени Пушкина, премьера сказки «Варвара краса, длинная коса». Вам спасибо большое, успехов с постановкой, будем обязательно посмотреть. Вам, зрители, желаем хорошего дня, отличных выходных и просто улыбайтесь в эту морозную погоду. Новый год, он родился на свет, Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, что он нам принесет. Новый год. Налегке старый уходит год. Далеке след его дней мигнет. За него бросит снежинок гость ветер. И вот-вот новый наступит год. Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет. Этот год будет лучше, чем тот, что он нам принес.
зажигай в окнах свои огни. И давай старым друзьям звони. Может быть, снова как миг мелькнет время, и вот-вот новый наступит год. Но год, он родился на свет, Новый год.